ефірі програма «Тема дня» на ЮА Крим, в студії Георгій Спасококоцький. Окупаційний Київський районний суд Сімферополя переніс засідання у справі Виджия Кашка на 24 січня через неявку одного з обвинувачених Асана Чапуха, якого 7 січня госпіталізували в зв'язку з різким погіршенням здоров'я. Адвокати інших обвинувачуваних у справі Виджия Кашка Казіма Аметова, Асана Чапуха і Бекіра Дегерменджи заявили про погіршення стану здоров'я своїх підзахисних, у зв'язку з чим клопотали про зміну їм запобіжного заходу на домашній арешт. Також сьогодні у Керчі окупаційний суд переніс засідання по умовно-достроковому звільненню Володимира Балуха на 25 січня. Про справи кримських політв'язнів сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем Ахтемом Чайгозом, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас. Добре. Власне, вас самого засудив окупаційний суд до 8 років. І можна вважати це дивом, те, що вас звільнили, обміняли. Історія теж там є ще певні невідомі. Те, що відбувається в Криму окупованому, якщо дивитись, в принципі, на ситуацію з демократією, з справедливими судами на території Російської Федерації, то один з адвокатів наших політв'язнів, росіянин, адвокат Ладін, каже, що власне в усій Росії така ситуація, так звикли там жити. І до Криму наскільки це звично? Оці політично мотивовані справи, річ в тому, що при Україні це можна вважати, що як при Махні жили, да? Тобто була повна свобода. Если можно ремарочку по вступлению, конечно, это своего рода такая неожиданность. Диво можно перевести по-разному. Я это воспринимаю как неожиданность, которой способствовали множество факторов. Это и борьба людей в Украине, и власти, и в Крыму, и на международной арене, и лично моя позиция, находясь почти 3 года в тюрьме. Вот это все сложилось. А что касается, как можно, я не думаю, что нужно оценивать, насколько оно является привычным для Крыма. Оно сейчас становится обыденностью такой для Крыма, когда люди знают, что за свое сопротивление будут сидеть либо в тюрьмах, либо подвергаться репрессиям в виде штрафов и так далее, да, надзору, гонениям, увольнению с работы, да, за свою позицию. К этому привыкнуть нельзя, и, скажем так, тут не приспосабливаются люди, а они просто верят в нас, верят в Украину. Хоть и прошло скоро 5 лет, но эта вера не снижается. И хочу сразу сказать, вера в Украину заключается в ее успешности в плане силы и решительности такой. Мы боремся здесь за свою независимость, за свое место в мире, сильного места, мы его добиваемся, и это, естественно, влияет на дух, на поведение наших граждан в Крыму. А то, что там все это незаконно и делается, то есть эти суды, осуждения, репрессии, что я выше сказал, это и есть следствие того сопротивления. И это не уменьшится. Это будет каждый раз увеличиваться, потому что для России Крым стал неподъемной ношей из-за позиции наших граждан там. Это в первую очередь. Понимаете? И мы тоже в своей борьбе за возвращение Крыма опираемся в том числе на позицию наших граждан в Крыму. И нужно сказать, что большинство наших граждан с честью, с достоинством ведут эту борьбу. Дивіться, з іншого боку намагаються залякати політично мотивованими справами. Весь час переносять ці суди, апеляції адвокати надсилають, тим не менш весь час їх переносять. Це така гра, в яку вступила Росія. З одного боку, вона для внутрішнього користувача свого електорату має показати, що тепер тут буде Росія, тепер тут не можна мітинги проводити, як ви раніше проводили, не можна висловлюватись, не можна перепости в соцмережах і так далі. А з іншого боку, і
з Європи, з європейських інстанцій постійно вказують, і все далі, чим далі, тим гірше вказують Росії на друзі. Да що, ну, по-перше, чи ви друзі, а по-друге, що ви взагалі робите з правами людини в Криму? І якось вже із цього переходити, не зійти Росії, який веде до політичних репресій. Ну, лишається тільки зробити їх або ще більш суттєвими, наприклад, спровокувавши татар на якісь там силові виступи. А от ненасильницький супротив, наскільки він ефективний? Вот смотрите, в таком классическом понимании нарушения прав человека в Крыму, о которых указывают на международных площадках, на самом деле она не раскрывает то, что происходит в Крыму. Ни о каких правах человека в Крыму говорить не приходится вообще. Як мінімум, моніторинг міжнародних організацій там практично неможливий. И вообще нельзя вот эту кальку вот так перенести, там ситуацию, скажем, в каких-то регионах, вот в привычном плане, как воспринималось ранее нарушение там прав человека, нельзя переносить на Крым. В Крыму идет борьба, и она очень жестокая. Это борьба людей за свое право быть людьми, иметь право говорить и принимать решения. Вот этого лишили. И самое главное, там нету у людей самого главного – безопасности проживания на этой территории. Поэтому нужно рассматривать, как на территории действует оккупационный режим в самом жестком таком режиме, и я его называю террористический. Понимаете, да? Это все, что вот люди абсолютно не знают о своем, что будет с ними через час, с детьми и так далее. Там же эти похищения, убийства, все это вот сумасшедшие сроки, мы говорим, незаконно. Да, но эти сумасшедшие сроки демонстрируют жестокость вот, отношения этой оккупационной фашистской России к нашим гражданам. Что если вы будете поднимать свой голос, вы будете вот так. Да нам все равно, какая там статья, за что вы делали это или не делали. И в этом плане, вот то, что сейчас вы говорили об этих процессах, все они, о которых вы озвучили, и Дегерменджи, и Чаппу Хасан, и Казимов Амет Ага, это тяжело больные люди. Это да, лишний раз. Вот Эдди Амбекиров, да, инвалид. Віку, да. Это вот лишний раз демонстрирует. Це взагалі, це, м'яко кажучи, абсурдна ситуація, коли йому там, що він міг там інвалід Если я вам скажу, дати, что там, я дві пока сумки зі сидел, зброєю, там, по я 15 пока кілограм. сидел, я видел, как на носилках выносили, в общем-то, полумертвого человека, тащили в камеру, где оборудовано для проведения суда. Понимаете, да? Это нам, как бы, как нормальным людям, это непонятно. А для них это естественно, потому что жестокость ихняя, она еще замешана на многих-многих, на многой крови многих людей, в общем-то, и на Кавказе, да, Да, но... и на востоке у нас Украины. Тут, Поэтому ждать от них какого-то... враховуючи епічних персонажів Сталіна і Івана Грозного, які зараз якби моральні орієнтири, ну, принаймні їх так намагаються витягти, стряхнути нафталін з них і знову... Но еще раз подчеркиваю, несмотря на такую жестокость, сопротивление в Крыму не уменьшается, наоборот, люди консолидируются. И вот эти вот ребята наши, которые там, граждане наши, которые сидят, и Балух, и Сенцов, и Кольченко, и группа крымских татар, и Руслан Зитулаев, и Куку, и все, они, вы знаете, они очень большое уважение имеют в той среде, где сидят. От, до речі, скажіть, будь ласка, коли вас викрали і почали формувати на вас справу, на вас, очевидно, тисли в російських застінках, і що ви відчували, як це працює? Сложно, попав с одних условий в ту реальность, и когда ты, просто ее даже не знаю, сопоставлять или там искать какую-то возможность описать, это очень сложно. И, конечно, тут очень важно самообладание и понимание того, почему ты попал туда. Понимаете? И тогда ты сам определяешь выбор, как себя вести. И вот большинство наших граждан ведет себя достойно. И вот моряки сейчас попали, да?
Но они Родину защищали, они нас с вами защищали. Они свой путь избрали, быть воинами нашего государства, нашего народа. А значит, они уже как бы свое правило поведения определяют вот из понимания своего места в нашем обществе. Поэтому они все категорически заявили, что они военнопленные. Их в Лефортово закрыли не случайно. Это еще более изоляционное место, чтобы не попадала информация. Это самое главное. Чтобы могли ими манипулировать. Сейчас мы тоже, не как 4 года назад, там, когда меня арестовали, мы тоже уже много чему научились. И мы вот эту информационную блокаду даже в Лефортово пробиваем. Понимаете? Вы помните, как группа с Крыма приехала туда, крымских татар, организовала помощь, организовала доступ, адвокаты самоорганизовались. А чому з быстро. Криму перевели українських моряків в Лефортово? А потому Чему что, не в Крыму было потому что в провести? Крыму мы восприняли, наши граждане восприняли это как свою войну. Они должны, это вот как свой фронт. Они вот могут приходить на суды, они могут поддерживать, они должны показывать, что Крым не покорился. И дали свою как бы поддержку нашим политзаключенным морякам, в частности, показывая, что они поддерживают эту борьбу нашего государства в лице наших военных моряков. Они поддерживают, они ждут этих действий. Вот таких вот, знаете, сильных, решительных действий по вопросу деоккупации. Поэтому, конечно же, это напугало и оккупационную власть, и коллаборантов, и быстро, там, в течение 2 дней, очень-очень засекреченно вывезли их в Россию. Но мы в России, под Лефортовым Меджлис оказался, и я думаю, что еще не последний раз. И мы уже знаем, как войти туда, в это Лефортово, как бы от нас не прятали. Сейчас, я знаю, консолидируется такая группа, набирается для поездки на апелляционные суды, на суды продления в Москву. И мы найдем возможность, чтобы наши ребята знали, что весь мир за них борется. И самое главное, боремся мы, как народ Украины, мы боремся за них. Мы их позицию поддерживаем, мы гордимся ими. Вот это самое главное. А коли ви перебували в ув'язненні російському, от як на вас дивились ті люди, з якими ви теж перебували в цих застінках? Ну, це важко зрозуміти, да, якщо там людина кримінальник, а тут людина з політичними В 16 году было сложно, 15 год. Я знаю, что и Сенцову с Кольченко, они немного раньше их взяли. Было сложно, потому что в целом в Крыму была такая эйфория. Ну, наши пришли, наконец мы там в какую-то гавань вернулись. Это, естественно, тюрьма тоже, это часть нашего общества. Туда это тоже влияло. Но вот благодаря таким жестким твердым позициям, когда ты, находясь в таких условиях, говоришь «нет, я гражданин Украины», когда ты говоришь «нет, это оккупация, вы оккупанты», это постепенно показывает позицию. И в 16 году это стало меняться в самой тюрьме. Я вам скажу, и в колониях это меняется. У меня есть связь, я поддерживаю с колониями, чтобы помогать нашим ребятам там в этом сложном внутреннем мире. И в колониях по-другому относятся. Я вам один эпизод расскажу, когда Денисова поехала в Лабытнанги. И там ее не пускали, и демонстративно показывали, что никаких связей с человеком президента иметь там не будут. Василькова заїхала і... Так. Это была позиция, в общем-то, это касалось сегодняшнего нашего президента, поэтому они так жестко действовали. Но я ей помог связаться с некоторыми нашими колониями, и потом я оттуда ответ получил. Приезд уполномоченного с Украины в Россию взбудоражило все колонии. Все украинцы в колониях заявили о том, что они хотят вернуться на родину. Разные категории осужденных, но это тоже наши граждане. Они говорят, мы будем отбывать свое наказание, желаем отбывать в своем государстве. Понимаете? Это вот позиция наших политзаключенных, вот такая четкая, твердая, уверенная, она, конечно же, преследуема со стороны этих надзирателей жестоких, но она вызывает уважение.
у всех остальных. И в 16 году в тюрьме в Симферополе, когда кричали «Слава Украина!», а там двор внутренний, это очень хорошо слышно, в ответ кричали, крымские татары кричали «Аллах Акбар», другие кричали «Героям слава!», и это уже була тенденція. Ну, власне, поява бандерівців в радянських концтаборах, зрештою, призвела до Кінгірського повстання, а дуже багато людей, ну, в тому числі Солженіцин, вийшли звідти ну, з такою певною повагою і трошки переглянули. Вони жили в російській парадігмі, там, де є цар-батюшка, ну, от, ну, каторжані, значить каторжані, да. А тут ні, можна, виявляється, не те, що бунтувати, можна жити інакше. До речі, в того ж Солженіцина описаний цікавий такий момент, значить, коли один з російських якихось архімандритів, які не підкорились сталінській владі, його розшукали, він переховувався там десь там по православних громадах, і врешті-решт, коли за ним прийшли через кілька років, він з полегшенням навіть зітхнув, тому що, ну, починається інший жах, ну, але принаймні жах оцього очікування закінчився. Коли за вами прийшли, коли вас викрали, що ви відчували? Я прочитал про себя молитву и сказал: дай мне Всевышний сил не опозориться перед этими врагами, потому что, знаете, люди боль по-разному переносят. И иногда ты можешь выстоять против физической боли, но очень сложно выносить моральное унижение. И я сказал, что ну, я сам с собой договорился, что вот все, что меня окружает, и что со мной они там пытаются там унизить там с точки зрения физического давления, я сказал, что не это главное. Главное вот выстоять и свою борьбу продолжить. Поэтому, я не знаю, я все время думал о том, что обо мне скажут потом. Вот я все равно выйду. И если даже не выйду, чтобы не опозорить родителей, не опозорить Украину, не опозорить внуков, детей. Вот, то есть это все факторы, которые тебе помогают выстоять. Ты знаешь, что против тебя чудовищная несправедливость, и тебя пытаются унизить, да? Но есть вот, если ты опираешься в своей борьбе, и тебе дух дает твои соотечественники, твое государство, это гораздо легче переносить. И вот наша задача сегодня этот дух давать нашим всем там политзаключенным. И мы даем его, доносим до него, поэтому они стойко стоят. Ну, інший момент прикрий, по-перше, що додаються політв'язні, по-друге, здійснюються напади на активістів. Ну, нещодавно Асанов змушений був виїхати. Такий варіант для Росії теж непоганий. Якщо всі активні люди, ну, кого не посадять, тих змусять виїхати з окупованого Крима, це теж дуже зручно. Правильно подметили, и я тоже свое мнение сказал ему, что я считаю, что нужно здесь дать пресс-конференцию, так Ну, как там він это вирушив до невозможно. Брюсселю, і там Здесь теж нужно прес-конференцію. Да. пройти обследование и вернуться и продолжить борьбу. Но опять-таки каждый выбирает сам свой путь. Но крымские татары сегодня не готовы уезжать з Крима. Ну, власне, цього і намагаються досягти, щоб кримські татари, проукраїнські люди виїхали з Криму. І тоді все буде прекрасно. Да, нет людей, нет проблемы, да? Да, да. По принципу, совершенно верно. А як ви бачите продовження цієї боротьби? Я знаю, что она будет более систематизироваться и консолидироваться. Не случайно все больше в России говорят о неких, ну, хотят навязать некое такое развитие событий, что есть террористы, которые поддерживаются Украиной, время от времени говорят о безопасности так называемого этого моста дьявола, да? Время от времени проводят там мероприятия по контртеррористическим там
операции. Ну, при цьому в Керчі І- хлопчина, який там в Артекі там вчився. Да, там, и все это, поморгали. у них опыт, к сожалению, есть, и по Кавказу, особенно в Чечне, он недалекий опыт, да, когда в недалеком времени, когда почему-то потом проглотили это, что под вопросом зачистки якобы террористов уничтожались целыми семьями женщины и дети. В этот раз мы тоже к такому, как государство, мы готовы к развенчанию такого рода сценарий. И Грузия, Чечня — это на самом деле не Украина. У Украины достаточно сил, влияния, и все больше оно увеличивается на международной арене. И последние события, я вас всех поздравляю с приобретением независимости в нашей духовной А, до речі, ви були составляющей. в Стамбулі? Мустафа был, и как бы это его уровень. Ну, Но і на переговорах с Эрдоганом этот вопрос обсуждался. На нескольких встречах я также присутствовал. Но для нас это, я мусульманин по вероисповеданию, но для нас, как крымских татар, это очень значимое событие. И это опять говорит о том, что решительность в отстаивании своей независимости Украины сделан очень большой шаг. И крымские татары в Крыму, и граждане Украины в Крыму восприняли это как победу над врагом. Враг у нас сегодня Россия, и мы это восприняли как победу. Так вот, вот эти победы говорят о том, что мы не дадим России совершить какие-либо ужасные сценарии на территории Крыма. ви думаєте, Росії вигідно представити, ну, є українські диверсанти, там знаходять якісь візитки Яроша, намагаються кримських татар, ну, Бекірова, це, ну, знову ж таки, це просто теж, не знаю, якогось А терориста, реакция? да, Вот зробити? смотрите, Бекирова пытаются представить организатором, там, посредником между материком и Крымом в поставках организации, посредничестве какой-то террористической деятельности, а сегодня в ответ депутаты Великобритании взяли его на поруки. Ну що ж, Росія діє по-старому, ну, світ уже трошки інакше Так. реагує. Так. Ну що ж, будемо сподіватися, що ми переможемо. Мы обовязково переможем, и в этом нет сомнений. И самое главное, в этом нет сомнений наших граждан, проживающих в Крыму. А у нас права нет по-другому поступить и думать. Ну, деокупуємо Крим, деокупуємо і Росію. Що ж, на цій оптимістичній ноті дякую вам за розмову. Це була програма «Тема дня». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку «ЮАКрим» в Фейсбуці. Всього доброго.